очень стыдно. Мы не носители языка, не переносчики. Должно ли им быть стыдно? Стесняются. Стесняются своего языка. Они не знают, потому что они не слышали с рождения. Менен кала көшкен тегі біз, күшіменен дала өскен жеріміз, бабамыз қандай. Казахский язык. Язык, на котором говорят 15 миллионов человек, 166 тысяч слов, среди которых самое легкое слово в мире – Канагартан дырыл маган дыктырыныздан. Язык, на котором мыслили Абай, Валиханов, Курмангазы. Мы, российские казахи, удивительно хорошо говорим на русском языке и в то же время удивительно плохо на своем родном казахском. Немец говорит на немецком языке, китаец на китайском языке, казах должен говорить на своем родном казахском языке. Именно с этой целью здесь, в Саратове, мы создали Центр изучения казахского языка Казахша Сойли. Если вы понимаете, что вам говорят, но не можете ответить, мы вам поможем. Хватит стыдиться того, что вы не знаете свой родной язык. Пора это дело исправлять. Уютнейшая атмосфера, казахоязычные преподаватели, родные сердцу однокурсники, 3,5 месяца обучения, и все это всего лишь за 2000 русских рублей. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь к нам на курсы, учите казахский вместе с нами. Кошкильденус. Ну а сейчас мы зададим самые интересные вопросы преподавателю курса Казахша Сойле Жазире Жаксимбаевой. Поехали! Жазирапа, сейчас в Саратове появился такой центр казахского языка Казахша Сойле. Да. Вот. А вы являетесь преподавателем в этом центре, да? И такой вопрос. Сейчас очень быстро развивается этот центр, да? Ну, уже много людей. Да. Как вы думаете, откуда такой всплеск? И не только у казахов туда и русские ходят, Да. и другие национальности. Каракалпаки. Да. Ты белорусская. А кто ты? Кто? Почему? Почему ты казашка? Кто ты? А? Кто ты? Кто? Ну, именно вот год-два, наверное, как вот началось это возрождение, я же говорила, и Биташар приглашает, вот и Шилихана делает. Все видно, давно это созревал, да, созрел этот вопрос. Все ждали, что кто-то пришел, именно опять же в наше кафе, в Азию, им спасибо. Пришли два парня, позвонили. Ильяса я знала, естественно, потому что он с тех краев, куда я замуж, куда я вышла замуж, да, именно с этого поселка. Да, Ильяс приходит еще мне звонит и говорит, можно встретиться, поговорить. Я говорю, ну можно приходить в Азию, все знают, что я здесь. Пришли с Нурланом Капизовым, Ильяс, и говорит, рассказывает, вот, такое большое желание, лично мне, вот, у меня еще друзья, хотим научиться, так как очень стыдно. Мы не носители языка, не переносчики. Вообще, вот он много что рассказал. На наш взгляд, проблема казахского языка в Саратовской области среди казахской общины стоит остро. Нас, к сожалению, не то что носителями языка, нас даже слабыми переносчиками не назовешь. Что я сидела, удивлялась, что вот так вот ко мне больше никто до этого не подходил, именно кроме Артура, который лет 5 назад приходил. И я говорю, ну понимаешь, я человек творческий, да, в культуре, я не умею искать, договариваться с кем-то, вот это помещение, деньги, ну не умею, у меня нет такого. Если бы знал, умел бы, давно, может, сидел бы, не знаю. И он такой говорит, это не переживайте, это мы все равно, главное, согласитесь. Сыгырдың термесі, халық термемі, пою могу чуть-чуть. Халық термесіне. Тыңдасаңдар ағайын, ақын енді қозғалып
қозғалсын, асудан асуға сайын, өлеңнен табақ жасайын. Сайран тілім сай тұрса, жағылардай жалтақтап, несіне сөзден сасайын. Ағалар аңсап келген соң, қырлар құрдас келген соң, алдарында жазғы судай, ей тазайын. Осындай халық терминстер. Набрала, программу сделала, сколько там, 28 уроков. И в это время Ильяс позвонил, что у него все готово, нашел помещение, нашел деньги там, учеников. Все. С моей стороны только вот прийти и вести. И вот все с этого началось. Ильяс приходит, вдруг, вот уже все прошло, недели 2-3, он приходит, говорит: Жизера, так у нас 50 человек записалось. Что делать? Молодежи. 50? Я говорю, правда, говорит, все хотят изучать. Конечно, была очень рада, обрадовалась. Опять стал вопрос, где, что. И тут Ильяс говорит, ну, что-нибудь решим. Опять вот... С помещением проблемы. Помещением проблемы. Я говорю, обратись к таким людям. Кайрат, Ирбулат. Ну, я так насколько... на самом деле, просто уже фонд Достар давно, сделал. Да, то есть выделил Достар, помещение и мебель купил. Да, фонд Достар. Ну, я всего не знаю, я просто прихожу, купили, хорошо, помещение, вообще круто. Вот прихожу и веду. Я не хочу, чтобы было все это монотонно, с утра до вечера, да, чтобы они вдалбливать эти 9 специфических звуков. Хочу, чтобы им интересно было. Сегодня рассказал, сыграл на дамбре, завтра рассказал про одежды. Третье, это именно вместе с грамматикой. Естественно, грамматика будет идти, диалоги, Жан-Люк Паштар, и в то же время что-то рассказывать из культуры. Например, про блезек, про алка, сырга, вот по очереди. Все показывать, рассказывать про то, что у нас саукиле, когда одевают девушки, что это битмунш, чтобы знали, что когда именно, не только по праздникам, чтобы все национальные одежды, там, кими, щек, камзол, казаки, все, так и я, мужчины как одевают вот это, колпактар, бюрек, все вот это вот, потихонечку все. Я думаю, они... Может, немного, ну что, я все сама знаю. Вы очень классно преподаете, реально очень. Я тоже ваш ученик. Да. И хотелось бы, чтобы мы не распылялись именно вот так вот, там всех звать, и именно работали точечно. Вот я взяла этих 15 человек, я их за 3,5 месяца что-то довела до ума. Они своим, потом дальше детям, своим друзьям так расскажут, родители будут рады. А дальше другие придут еще. Я так уверена, если им понравится, если до них дойдет. Почему так получилось, что современная казахская молодежь и даже некоторые взрослые не разговаривают на казахском языке? Ваше мнение, это просто, как вы думаете? Мое личное мнение? Да. Я не думаю, что молодежь виновата, да, потому что они не знают. Они не знают, потому что они не слышали с рождения родители, бабушки, дедушки, не разговаривали, стеснялись. Если они стеснялись, то дети что могут? Они тоже стесняются. Потому вот это вот, я не знаю, как где-то, не хочу никого винить, где-то она выпала вот это со старшим поколением, да. Не передалось. Не передалось, да. И вот эта яма сейчас, да. Ну хорошо, что они вот сейчас только все возрождается, и они к ним приходят, хотят чему-то научиться, им стыдно не знать. Это уже о чем-то говорит, молодцы. И наше дело просто их поддержать, сколько что знаем, дать. Те казахи, которые знают казахский язык здесь, да? Да. И то есть у них отличается как-то говор и произношение слов, чем от жителей Казахстана? Вот когда я приехала, когда замуж вышла, многие российские казахи говорили мне, что у меня такой акцент, хотя я в Казахстане учила русский язык, в смысле русской школе училась. Но там преподавали казахский язык, естественно, я и учила казахский язык. А здесь
Они, я не знаю почему, многие стесняются разговаривать на родном, так как они боятся, кто-то что-то скажет, не так воспринимать. Но я вот это вот хотелось бы сломать, чтобы они вот не стеснялись разговаривать на родном языке. Конечно, акцент, естественно, они не читают, потому что казахскую литературу, потому что их нет здесь. Ну, сейчас, слава богу, есть интернет, где есть все, да. При большом желании можно научиться. Вот вы сейчас упомянули, что вот, многие, ну вообще это я знаю, и многие казахи, да, которые даже вот у нас обучаются там, они говорят о том, что основная причина, по которой они пришли, потому что им стыдно не говорить на своем родном как бы языке, да? Как вы думаете, вот, ну такой просто вопрос, должно ли им быть стыдно вот за то, что они не знают язык, да, казахский? Все-таки много зависит от старшего поколения. Я думаю, если, например, я дома не буду разговаривать с детьми на казахском языке, как мои дети будут... Ну, отправляю я их в Казахстан на месяц, чтобы они практиковались. Но это будет мало толку, если ты каждый день с ними «Қайырлы кеш жарық, қалың қалай отыр, тұр», элементарные, «Алып кел, алып бар». Ну, такие вещи, если ты старшее поколение, ну, бабушки там, это вот, наверное, немножко потеряли узнавать, больше слушать старших поколений. Конечно, и вина, наверное, есть старшего поколения, которое здесь, что они вот не дали молодежи, дома не разговаривали. Другие национальности смотрим, и татары, азербайджанцы, армяне, да многих возьми, Карачай-Черкесии, вот, башкиры, они все на своем родном языке дома, по крайней мере дома, с детьми своими разговаривают. Даже я слышу и на улице. А наши казахи, почему, я не знаю, стесняются. Стесняются своего языка. Құрманғазының күйі Алатау. На занятии часто задаете нам скороговорки. Да. Могли бы вы максимально быстро проговорить какую-нибудь скороговорку? Могу мою любимую скороговорку, которую вам дала. Шуақтаған ботамды шуға барып шуладым, шудалаған шудасын, суға салдым, судан алдым, суға малдым. Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы научиться говорить на казахском языке? Ну, несколько просто рекомендаций. Рекомендации, это надо больше, наверное, общаться. С носителями. С носителями языка, да, переносчиками, носителями языка. Больше общения, вот когда практика идет, диалоги идут. И, конечно же, без фильма должно идти вместе, все вместе. Вот мы по WhatsApp скидываем какие-то там анекдоты, что-то они, вот это вот фильмы, читать, музыку слушать, вот эти қара сөздер, да, которые вот много сейчас уже в интернете, в 21 веке все есть. Так только так. Родители подключать, почему нет? Ажи, ата, всех подключать, всем семейством. А любимое казахское слово? Ну,
Ну, все говорят Айналайн, но мне ближе Жанна. Жанна. Ну что, друзья, первое. Учите с нами казахский язык в нашем центре. Второе. Учитесь играть на домбре. И третье. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пока. Сау болыңыздар.